После музыкальной композиции мы переходим на тему футбола. И у нас сегодня в гостях Нет, как раз замечательный. таки был у нас и футбол, и блогинг, и самое время, наверное, посвятить время самому красивому, мне кажется. Да. И самое главное, то, что мы оставляем самое сладкое напоследок. А сегодня у нас в гостях Назира Айдарова, президент Федерации художественной гимнастики Кыргызстана, и Изабекова Айша, трехкратная чемпионка Кыргызской республики и призер Кубка Азии. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение, как дела? У нас все хорошо. Настроение отлично. Вчера проходил фестиваль Да. художественной гимнастики. Это первый фестиваль, если не Да. ошибаюсь, в Кыргызстане. Можно поговорить о нем, как проходил фестиваль, кто был и вообще этапы проведения его? Идея проведения фестиваля у нас родилась давно. Мгм. В 2017 году наши гимнастки принимали участие в фестивале «Алина». Это проводит Алина Кабаева в Москве. Это большой вот фестиваль, он проходит в Лужниках. И тогда мы посмотрели и подумали, вот у нас бы сделать такой фестиваль было бы классно. А потом думаем, нет, все-таки у нас, наверное, ресурсов не хватит. Ну и вот как-то вот мы вынашивали эту идею, думали, присматривались, и в результате вот, наверное, сразу после как пандемия, может, дала толчок, да, пока сидели на карантине, размышляли и решили провести этот фестиваль. Мы созвонились с Алиной Кабаевой, сказали о своей идее, что можно ли, она была очень рада, и отправила к нам своего постановщика. Ого, Классно. Да. на таком уровне проходил. Да, Эльдар Сайфудинов, он приехал, и вначале, получается, мы прошли посмотреть, что мы имеем. Он же должен был Инфраструктуру. наметить, да, какие у нас есть ресурсы, что за коллективы. Было просмотрено масса различных спортивных коллективов. Это, конечно, тоже время занимает. Вот, он все посмотрел и опять улетел к себе. Сказал, я буду писать сценарий. А потом, как он сказал, он изучал историю Кыргызстана, написал сценарий. На это ушло, наверное, месяц-полтора. И прилетел обратно уже с готовыми этими. Сказал, вот этих берем обязательно, этих берем обязательно, этих. Ну, в общем, рассказал нам об идее. Ну, я тоже так подумала, это, ну, как-то, ну, я не знаю, наверное, он, конечно, он удивительно талантливый, да, эти идеи, которые к нему приходят, совместимые и несовместимым. Потом он прочитал про нашу Мерим Джуманазарову, как раз в это время она была чемпионкой мира стала, а до этого на Олимпиаде. Он говорит, я хочу ее участие тоже. Мы даже не могли представить, Многие борьба задают и вопрос, художественная какая гимнастика, привязка, да. Но Да. Эльдар смог придумать в голове образ и номер. Вот. Кто был на фестивале? На фестивале были ученики циркового училища, хореографического училища, наш государственный ансамбль «Акмарал», черлидеры, мажоретки, Воздушные гимнасты. Интересно, сколько участников? Это было, наверное, одно из самых нашумевших мероприятий. Ну, я Такое надеюсь, масштабное мероприятие масштабное, было, да. около Такой вопрос. 200 участников. Около 200. Да. Были ли вовлечены какие-то другие страны, потому что это все-таки на национальном уровне проходил или на международном? Фестиваль. Этот фестиваль был про историю России и Кыргызстана, поэтому приехали гимнастки из России, Екатерина Селезнева, чемпионка мира по художественной гимнастике, и эстетическая гимнастика, вот, чемпионки мира этого года. Ну, Ну, прям отлично. звезды-звезды. Да. Вот такой вопрос. Со скольки лет обязательно нужно заниматься художественной гимнастикой? И со скольки, ну, допустим, можно ли в 20-летнем возрасте вдруг начать это? Ну, если для себя, то да. А для профессионального спорта? Лучше, Вообще, конечно, пораньше, да. мы принимаем с 3 лет, гимнастки у нас тренируются. Ну, на моей практике, я сколько смотрела, я думаю, лет с 5.
Мгм. А это самое позднее, это 5 лет? Нет. Нет. Некоторые приходят и в 9 лет и добиваются каких-то результатов. Мгм. А во сколько лет пришли вы к этому спорту и почему именно художественная гимнастика? На самом деле, я не знаю, почему именно художественная гимнастика. Наверное, потому что в детстве я была очень активным ребенком, и Мгм. мне нужно было выплескивать свою энергию куда-то. И я пришла на гимнастику в 7 лет, а до этого посещала очень много секций, Мгм. и в итоге остановилась на гимнастике. Мгм. А какие сложности были в этом? Потому что все-таки спорт это дело непростое, это большая Мгм. дисциплина, это каждодневный труд. Было ли такое, что хотелось вот остановиться? Ну, в самом начале, когда я была маленькая, мне не нравилось, что нас постоянно тянули, но я сейчас понимаю, что это нужно, пока мы маленькие. Вот, это, конечно, не нравилось. Потом, со временем, я начала уже кайфовать от каждого движения, Мгм. когда поняла, в чем смысл гимнастики. Мгм. Конечно, после первых неудач, падений были мысли, чтобы все закончить, Мгм. но как-то находила в себе силы. Ну, мне помогали в этом близкие люди продолжить. И Мгм. сейчас я занимаюсь Мгм. с удовольствием. Ну, Я вообще как отлично. Да. заметил, вообще среди других направлений спортивных, Мгм. гимнастика одна из самых активных в социальных сетях. А как вы вообще уделяете это время? Вы занимаетесь спортом, и вы очень активны в социальных сетях, вообще гимнастика. И насколько это сложно совмещать? Ну, даже не знаю, как ответить. Давайте Или тогда это, наверное, поставим просто как часть вопрос жизни таким вашей? образом. Чем вы увлекаетесь, ну, какими увлечениями вы занимаетесь помимо гимнастики? И как получается это все совмещать? С учебой, Может быть, у допустим. вас есть какое-то хобби, С учебой, кроме? если есть время, то, конечно, занимаюсь, но сейчас времени поменьше у меня. Мгм. Соцсети тоже веду, но во время соревнований стараюсь не пользоваться Что-то телефоном, потому откладываете. что немного отвлекает, особенно когда пишут какие-то комментарии, ты их Мгм. читаешь, некоторые негативные, начинаешь о чем-то плохом думать, поэтому лучше просто выключить телефон. Мгм. Вот. А можно я еще Да, дополню, да, давайте. Как мама, да? да. Мне кажется, вот гимнастки, у них время тренировок очень длительное, кто вот уже профессионально занимается Мгм. на определенном уровне, а это 8-10 часов в день, двойные тренировки. И получается у них утром тренировка, в обед, и девочки, как, они не успевают куда-то сходить, они привязаны к залу, и, соответственно, она отдыхает. Ну, что легче всего? Взять телефон, и она активная в соцсетях. Может быть так? Или бывает просто телефон вот так поставишь у стены и заснимешь какой-нибудь элемент. Мгм. Да, Ну, кстати, да, что еще делать, если вот такой вот режим. режим? Э, Насколько сложно справляться с этим режимом? Вот честно признаться, я думала, вот 4 часа это максимум, но чтобы по 10 часов каждый день, это вот только перед соревнованиями или вы вот всегда так? Конечно же, в период соревнований нагрузки увеличиваются, и организм за столько лет тренировок привыкает к таким нагрузкам. Вначале мы ходили там 1-2 раза в неделю, потом уже 3 раза в неделю, и каждый раз прибавлялись часы, и уже сейчас полегче тренироваться и выдерживать такие нагрузки. То есть это все постепенно прибавлялось. Мгм. Потом, кроме тренировок, и именно то, что сопровождает, да, художественную гимнастику, у них же есть час хореографии, Мгм. у них есть часть танцев, потом у Да. них есть часть Разминка у нас обязательно занимает отдельное место, да. упражнения, да, составить, это тоже отдельная постановка, это тоже время занимает. Мгм. Назира, вы являетесь президентом федерации, до Да. этого занимали должность около 7 лет вице-президентом. Такой вопрос вообще, насколько сложно занимать такую высокую должность и вообще с какими проблемами вы сталкиваетесь обычно? Мгм. А, ну, как сказать? Сложно, знаете, легко, когда перед тобой открыты все двери, Мгм. когда в тебе заинтересованы. Как бы у нас получается, может быть, даже наше, да, министерство, которое отвечает за спорт, они хотят медали, а потом заинтересованность.
проявляют, да. Ну, понятно, может быть, недостаточное финансирование, да. Ну, хотя, может быть, я думаю, у многих видов спорта это проблема. Вот. А потом проблема у нас основная в недостатке спортивных сооружений. Их у нас много, где тренируются наши гимнастки, очень много клубов, но именно чтобы отвечало мировым стандартам, для гимнасток им нужны очень высокие потолки. Потом профессиональный ковер. Вот почему Айша, она занимается в Москве. Здесь вот, ну, у нас не хватает условий. Вот у меня есть такая мечта построить зал. Я ее вынашиваю уже несколько лет. Но я думаю, с помощью супруга своего мы это все-таки сделаем. Ну, отлично. Также вы можете обратиться к телезрителям, к тем, кому интересна эта все художественная гимнастика, и, возможно, кто-то откликнется, и, возможно, у кого-то такая же мечта. Дорогие друзья, дети – это наше будущее. Здоровые дети – это здоровая будущая нация. Поэтому я хотела бы призвать, если у кого-то есть возможности, может быть, сделать свой вклад, это будет большой вклад в будущее на долгие года, строить спортивные сооружения. Вот, например, художественная гимнастика, они нуждаются в своем зале. Спасибо. Вот такой вопрос. Насколько важна вот именно дисциплина, насколько график? Допустим, человек, он занимается этим, допустим, в течение 10 лет, и он не может столько времени уделять тренировкам, потому что у него другие дела, учеба, допустим, тот же быт. Были ли ситуации, когда забирали девочек родители, потому что вот, сложно? Мне кажется, если правильно распределять свое время, то можно все успевать, и ребенка в зал, и самому сходить. Думаю, нужно просто правильно распланировать все. Ну да, тайм-менеджмент, да? Да. Потому что сейчас много возможностей. Есть утренние, вечерние смены. Можно ходить на 1 час, можно на 3 часа. Можно вообще ребенка на весь день оставить на тренировках. Это очень удобно. Но вообще, знаете, в любом деле, я думаю, так же, как в художественной гимнастике, главное иметь желание. У нас же как? У нас если есть, бывает, лежишь, дома болеешь, потом там звонок поступил, любимая прям подружка, пойдем погуляем или кофе попьем. Ты быстро перышки чистишь, встаешь, едешь, да, если, так кто-то звонит, говорит, ты знаешь, я болею, да, и также здесь, если ты хочешь, то ты будешь все делать. Для меня это, конечно, вот наши гимнастки, вот вчера у нас были участницы, самая маленькая, по-моему, 5 лет, да. И думаешь, сколько? Она выдержала же столько времени. Вот у нас была репетиция за день до этого. Мы ушли все в 11 часов оттуда. И она вот это прогонялась, репетировала. Почему? Потому что они прошли отбор, чтобы участвовать в этом фестивале. У них была борьба детей, была борьба мамочек, которые подходили, говорили, моя доченька, вы знаете, вот она, смотрите, хорошенькая, она должна быть здесь, да? У них было желание, они хотели участвовать, и поэтому они все это выдержали. А если бы у них не было желания участвовать в этом фестивале, они бы заболели, устали. Мама сказала, она же у меня маленькая, она не выдержит. Все они выдержали. Вот доказательство того, что может делать желание с людьми. Вот такое вот топливо, заряд. Когда есть желание, действительно, любой человек способен на то, что он захочет. Интересно, как дела вообще обстоят со сборной, и как часто вы выезжаете и обмениваетесь опытом в другие страны? Со сборной у нас очень хорошие юниорки. Это с 12 до 15 лет. Вот когда идет старшая, здесь проблема. Как раз предыдущий ваш вопрос, да, когда начинаются школьные экзамены, уже готовятся к поступлению, многие девочки заканчивают. Вот они как-то не видят перспективы, наверное. Вот. На данный момент у нас в сборной, наверное, Айша единственная, которая студентка, да?
А желающих, пока дети маленькие, у нас очень много, на самом деле, не хотят. Мы часто ездим на сборы. Многие, вот кто у нас девочки в сборной, ведущие, они делают свои постановки о, как, о топовых стран, которые в гимнастике, в Россию делают, в Беларуси у нас ездят за постановками. А потом мы обращаемся за помощью, у нас бывает, сюда приезжает, вот, например, завтра Мгм. Катерина Селезнева приехала на фестиваль. Конечно, мы воспользовались возможностью. Сегодня у нас будет мастер-класс, она даст детям. Дети записались, человек 50, и она поделится секретами мастерства, потому что этого по книгам не прочитаешь, да, Иша? Да. Только ты, получив, можешь. Вот Иша, она там в Москве тренируется, приезжает, здесь тоже ее просят, она дает мастер-классы. Мгм. Айша, вопрос к тебе. Никому не секрет, что твои родители являются очень известными людьми у нас в Кыргызстане, и ты растешь в семье, где занимаются спортом. И вообще, как тебе, помогает ли это тебе в жизни? Вот, это тебя как-то мотивирует, то, что твои родители спортсмены? И Да, мне это очень помогает, особенно явный пример отца, который, несмотря ни на что, всегда идет на тренировку, плохая погода, там хорошее настроение, плохое настроение. И даже я смотрю, как он борется на соревнованиях, бывает ему тяжело, он даже там себе что-то ломал, но он все равно шел вперед, и меня это Ага. очень мотивирует. Очень круто, когда именно родители являются примером, потому что на примере это все-таки лучше и обучение, и стремление, когда есть на что равняться. Вопрос к вам. Было ли это решением все-таки вашим отдать Ишу на гимнастику, и как вы сами пришли к этому? Абсолютно нет. Я всегда за то, чтобы выбор оставался за ребенком. У нас, например, в семье никогда гимнасток не было. Я сама не гимнастка. И получается, я каждого ребенка, начинается с чего, я их начинаю водить по различным кружкам. Ну, может быть, она ходила на английский, на рисование, на Даже музыку. музыкальную школу, да. И музыкальную школу индивидуально. Я считаю, что это наша обязанность дать возможность ребенку выбрать, обеспечить ему это. Ну, пока он маленький, его же нужно отвезти, надо там вовремя купить необходимые какие-то предметы, да. И вот я оставила выбор за ней, и она это выбрала. И как бы вот так художественная гимнастика как-то в нашу семью вошла, потому что на первом месте у нас, конечно, королева спорта, борьба. Это мы все время с мужем спорим, борьба или художественная гимнастика. Ну, вообще очень красивый вид спорта, я бы сказала, искусство. Для меня оно действительно является таковым. От вас, от человека такого, от человека, который действительно дисциплинирован, от образцового человека, хотелось бы послушать пару советов, как для женщины, хранительницы очага, как для деятеля культуры и как для человека, который просто поддерживает вот этот свой образ. Вот до Секретики этого ваши, так? Айша сказала, да, правильно распределить время. Мне очень приятно было, что она сказала, что она все-таки это усвоила, я смогла ей передать, да. Вот это, пожалуй, это самое важное. Правильно распределить время. Ведь даже когда ты не успеваешь, вот кто-то говорит, я не успела кушать, приготовить, и тут я еще с ребенком не успела. Можно же параллельно сидеть, кушать, готовить, рядом посадить ребенка. Ну, моя дочь знает, наблюдала, да. И тут же мы там учим стихи, да. Можно какие-то вещи поручить. Вот она сейчас прилетела, большая помощь, да, чтобы детей тоже привлечь. Потом мамочкам я бы хотела посоветовать научить детей самостоятельности. Я очень часто вижу, что ребенок, там ему 5 лет, и его кормят с ложечки мама, потому что ей все кажется. И он привыкает к этому. Кстати, очень хорошо, когда отдают детей в спорт, потому что пока они ждут родителей, они сами идут в раздевалку и пробуют там колготки натянуть. Да. И уже учатся сами одеваться. Да, и они сами учатся. У меня дети вот с маленьких лет, я их приучаю, изначально даешь, например, куда-то, когда они летят на сборы, я им составляю список. Они знают, что если
они летят на 5 дней, то это 5 пар носков. Мгм. Они знают, что обязательно должен быть теплый спортивный костюм. Там, если это 7 дней, то это 7 футболок должно быть, да. И вот этот список, вот так я всегда в детстве им наклеивала на чемодан просто. И когда они обратно оттуда, откуда-то со сборов или от бабушек улетали или приезжали, они смотрели по этому списку и собирали. Я помню один раз мама моя, ну, уже моя мама, она звонила, она говорит, он не хочет уезжать, что случилось? Он сказал, у меня по списку не хватает одной кофты, найдите мне ее, я не уеду, пока вы не найдете. И я ему уже позвонила, я говорю, они найдут и отправят. Он говорит, точно отправите? Говорит, у меня здесь не хватает. И, понимаете, я с себя сняла это. А так бы он 10 раз позвонил бы ко мне, или я не могла бы его одного отправить. Надо учить, на самом деле, дети, они быстро обучаются, им это нравится. Да, это уже превращается, наверное, в обыденность, потому что для кого-то это такой большой труд, знаете, собираться, детей приучать, а это все Да. называется, когда есть определенные порядки, это уже легче. Да. У меня вот такой последний вопрос. Многие телезрители, наверное, сейчас заинтересуются данным видом спорта. И примерно сколько ложатся расходов ежемесячно на детей в этой секции? Ой, ну мы вот финансами не занимаюсь, потому что у нас работают клубы, они все арендованные. Я думаю, сколько в месяц оплата? Сколько стоит? Вот она не Ну, знает, наверное, потому это что она в для Москве недорогих тренируется. В видов Москве спорта это это- очень дорого, я хочу сказать, и не У нас буду озвучивать. Да. приемлемо. А у нас, я думаю, где-то, по-моему, порядка 3000 в месяц стоит. Я думаю, это хорошая возможность все-таки детей направить на такой красивый вид спорта, как гимнастика. Вот такие вот у нас красивые и дисциплинированные, самостоятельные женщины были в эфире. Хочу их представить. В гостях у нас Назира Айдарова, президент Федерации художественной гимнастики Кыргызской Республики, и Забекова Айша, трехкратная чемпионка Кыргызской Республики и призер Кубка Азии. Вам спасибо, что пришли, осветили эту тему, осветили нашу студию.